Ассаламу алейкум. Сегодня мы на подкасте затронем очень важную, на мой взгляд, и интересную тему, на тему одного качества, из-за чего со дня сотворения человечества в мире происходят большие последствия и катастрофы. И это качество называется зависть, и мы, иншаллах, сегодня попробуем наиболее глубоко и интересно раскрыть эту тему. Сегодня в этом мне будет помогать наш шейх Сулейман Абу Дауд и наш шейх Абу Халид. И, иншаллах, я надеюсь на то, что и я с этой темы получу пользу, и вы. И в самом начале мне бы хотелось бы, конечно же, затронуть общем, если говорить о теме зависти. Мы можем привести какие-то примеры из истории неверных, да? Даже если, допустим, взять там Джефферсона, там, да, из американских президентов, аристократии, Ричард III. Ну, очень много таких, Древний Рим, мы можем пример привести, когда из-за зависти происходили очень большие последствия. Но нам не нужно, в принципе, переходить на историю неверных, так как в истории, исламской истории очень много таких, к сожалению, неприятных примеров, последствия которых связаны именно с завистью. И, пожалуй, мы начнем с самого начала насчет определения, что такое зависть, что он из себя представляет с точки зрения ислама. Шейх Сулейман Абу Дауд, наверное, начнет с этой темы. Давайте определим, что такое зависть с исламской точки зрения. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату вассаламу аля расулихи кариму, аля алихи ва сахбихи аджмаин, ман таби'ахум би ихсанин иля яумиддин, амма ба'д. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит: «Аля инна фил джасади мудгатан, ида салахат салаха аль-джасаду куллуху, ва ида фасадат фасада аль-джасаду куллуху, аля ва хия аль-кальб». Знаете, поистине в каждом теле есть кусок мяса или же кусок плоти. И если он бывает годным, то все тело бывает годным. Если же этот кусок плоти, он бывает скверным, то он портит все тело. И потому касательно той же зависти, это болезнь, которая затрагивает или поражает сердце человека. И человека, и не человека даже, так как мы приведем пример этому, иншаллах. Сказал шейхуль ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, «Хуа марадун галибун», то есть зависть – это преобладающая болезнь. «Фаля яхлусу минху илля калилун минан нас». И может спастись от этой болезни только малая часть людей, субханаллах. То есть это болезнь, от которой очень чреватые последствия. То есть мы приведем этому, иншаллах, примеры. И как сказал Аль-Джурджани, который именно языковед, исламский языковед, или же помимо него другие ученые, то есть это практически единогласно, что они сказали, что аль-хасад, то есть зависть, это таманни завали ни'матил гайр. То есть это желание кого-либо, исчезновение блага или же блага, да, исчезновение блага, которое постигло кого-либо. То есть человек завидует кому-то, он желает, чтобы благо того человека, оно исчезло, чтобы оно пропало, чтобы его не было. То есть в основе зависть является этим чувством или же этой болезнью, когда человек смотрит на другого и говорит: вот его постигло что-то, у него есть что-то, чего нету у меня, и пусть же у него этого не будет. То есть желание, чтобы этого не было. И потому последствия, как мы и сказали, зависти очень чреваты этой болезни. Например, из последствий этой болезни неверие Иблиса. То есть первое неверие, которое совершено было вообще, это неверие Иблиса, и оно было из-за зависти. Мы придем к этому, иншаллах. Затем первое убийство было совершено из-за зависти. Предположительно, имена Кабиль и Хабиль, получается, но это не 100% достоверно, да, что эти имена, хотя салафы приводят их, как аль-имам Ибн Джарир ат-Табари в своем тафсире, то есть, когда старший сын убил младшего, тоже было из-за зависти. Затем зависть разлучила отца с сыном на 40 лет, то есть я имею в виду Якуба и Юсуфа, алейхим ассалату вассалам, ну и так далее. То есть таких примеров очень много. Касательно тех же неверных, нам, честно сказать, не особо интересно, так как мы хотим донести до человечества истину. Смотрите, братья, когда Аллах Субхану, даже до неверных, мы хотим донести до них истину, то есть мы, чтобы брали какие-то примеры из жизни неверных, да, мы
можем посмотреть, как их цивилизация рушилась, на их состояние, в каком положении они находятся, да, и для себя какой-то пример с этого взять. Но руководствоваться этим мы однозначно не можем, так как у неверных нету что дать нам в нашей религии. То есть наше или обращение к неверным должно быть на основании того, что мы отдаем им, мы предлагаем им истину. Смотрите, просто из-за того, что ты затронул эту тему, я хочу сделать, можно сказать, такой комментарий к этому. Когда Аллах Субханаху ва Тааля, когда Аллах Субханаху ва Тааля сказал «Валя туджадилу ахляль китаби илля биллати хия ахсан», хотя мы отходим от темы, но я думаю, что это важно, и не спорьте с людьми Писания, кроме как с наилучшим, то есть, чтобы вы с ними спорили, чтобы вы до них доносили, это должно быть наилучшее. Что это наилучшее? Аллах Субханаху ва Тааля сказал, смотрите, тафсир, толкование Корана, лучшее толкование Корана происходит с самим Кораном. Затем сунной пророка, алейхиссалату вассалам. То есть это лучшее толкование. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Куль я ахляль китаби, та'алу иля калиматин саваин бейнана ва бейнакум, алла на'буда илля Аллаха, ва ла нушрика бихи шей'a». Скажи, о люди Писания, «Куль я ахляль китаб», скажи, о Мухаммад, людям Писания, о люди Писания, придите к слову, которое делает нас одинаковыми. То есть, если вы скажете это слово, то мы с вами будем одинаковыми. То есть, что это за слово? «Алла на'буда илля Аллаха». Давайте не поклоняться никому, кроме Аллаха. То есть, «Ля иляха илляллах». «Ва ля нушрика бихи шей'a». Не предавать ему в сотоварищ никого. «Ва ля яттахиза ба'дуна ба'дан арбаба мин дунилля». И давайте не брать друг друга господами помимо Аллаха. То есть, поклоняться друг другу, человечеству, кому-либо, джиннам и так далее. «Фаин таваллау», если же они отвернутся, то есть наилучшее, к чему мы можем их призвать, это есть это. То есть не поклоняться никому помимо Аллаха, не предавать ему в сотоварищи никого и не брать людей или же не людей, то есть творение Аллаха, себе в Господа. Затем, «Фаин таваллау», если же они отвернутся, эти люди, «Факулю шхаду би анна муслимун». Скажите, знайте, засвидетельствуйте, что мы покорны Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому, иншаллах, здесь мы с точки зрения ислама постараемся донести до людей истину. Тот, кто ее примет. Кому она не нужна, альхамдулилля, его расчет в судный день. Джазакумуллаху хайран. А еще один момент, когда очень часто в книге, которые пишут неверные, сегодня мы знаем, очень развита психология, какие-то книги, которые человека мотивируют и так далее, начали использовать, во-первых, начали уменьшать вред от зависти. То есть, как определение дается, в основе, то, что человек, если он завидует, это приводило, например, некоторых неверных, к каким-то открытиям, революциям и так далее. То есть человек лучше мотивируется и в чем-то развивается. То есть сама основа этой зависти приводила к тому, что в этом есть какое-то благо. Хотя и истории неверных, и в исламской уме, и в самом начале мы понимаем, какие серьезные последствия были. И человек, который слышит слово «зависть» и его последствия, он для себя какое-то уменьшение делает. Он думает, это нечто такое незначительное, что два человека просто между собой могут позавидовать. И на самом деле масштабы велики. И в этом подкасте я хотел просто донести до людей от зависти, какие последствия вообще в истории человечества происходили. И человек может просто сказать: я такой человек, что я никому не завидую. То есть он для себя дает определение. Но мы понимаем, что даже среди табиинов, среди ученых были такие моменты, когда очень много знаний человечество потеряло. Очень много последствий даже ученых теряли из-за того, что кто-то кому-то друг другу завидовали. И поэтому на самом деле это уникальный человек, который может сказать, что я никому не завидую, то есть который думает, что он исключен из этого числа. Я бы хотел с этой точки зрения, с точки зрения ислама, человек, например, который дает определение зависти, насколько, как это может проявиться, и вообще среди ученых эта зависть, какие последствия были. Можете привести хоть несколько примеров, которые люди лучше бы это понимали, эту тему? Баракаллаху фик. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля, баракаллаху фик, джазакаллаху хайран за этот подкаст, за эту тему. Я хотел дополнить к тому, что сказал шейх, что хасад это он вложен в человеке, и это одна из присущих сифатов для человека. Это хоть и плохой сифат, но он есть в человеке. И без него, как ученые упоминают сами, что без него мало людей или вообще, может, их и нет. Почему? Потому что
это мы наблюдали, как шейх привел в истории Адама, алейхиссалям, то есть его сыновья, то есть сыновья первого человека, пророка на земле, среди них это появилось, да, и также с Юсуфом, алейхиссалям, и это тоже были, то есть пророческие сыновья, и как бы они тоже в дальнейшем стали пророками, эти же люди, которые прозавидовали, и до чего это дошло? До чего дошло, что они выбросили своего родного брата и избавились от него, да, как можно сказать, убили его. И как Ибн Аббас говорит, что мало кто спасся от этой болезни, это хасада, но он говорит, «Фаида хасадта, фаля табги». Но если тебя это постигло, то есть если ты прозавидовал кому-то, фаля табги, не пересекай границу, или не превращай это в дело. То есть ты можешь, да, это может постигнуть твое сердце, но ты можешь это затушить, как бы, да, вот именно эта болезнь, она тушится иманом. То есть его надо тушить всегда. То есть любой человек, и если это постигло сыновей пророков, постигло наших праведных предшественников, постигло даже сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, это и ученых постигает. И вот к этому и хотели прийти, что каждый человек, он не обезопасен от этого, и это в любое время может постигнуть, но он должен всегда быть начеку со своей душой, чтобы он мог это остановить и предотвратить это, чтобы это не превратилось в дело. Да, вот этот или хасад. Это не трансформировалось, как утверждают, да, другие, чтобы там делать какие-то открытия из-за того, что ты решил эту зависть во благо как бы использовать. Да. Но приходит мысль в голову, когда ты это говоришь, зависть же, она делится на две части. Белая зависть и черная зависть. Да, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ля хасада илля фи саляс». То есть нельзя завидовать, кроме как илля фи снатейни. То есть нельзя завидовать, кроме как в двух делах. Да? Или двум людям, можно сказать, которые обладают этими качествами. И в некоторых риваятах говорится хасад, некоторые говорят гибта. Гибта в арабском языке это как белая зависть. Отдельное слово для этого выведено. А в русском языке, насколько я знаю, нет такого отдельного слова, как зависть. Да? Есть зависть, и она бывает белая и черная. И пророк, алейхиссалату, упомянул, что может побудить человека на дело. Вот то, что они говорят, да, вот можно привести, вот может быть, они когда обобщают это, но у нас есть черная и белая зависть. И вот белая зависть, вот это, она и годится вот для этого, чтобы побудить человека на благое дело. Как пророк, алейхиссалату, в этом хадисе говорит, что нельзя завидовать, кроме как двум. Человек, обладающий деньгами, который сходит их на пути Аллаха, и он, вот именно отличие от этой зависти, белой зависти от черной, это то, что он не желает, чтобы у него эти деньги ушли. Или у него, чтобы это благо от него ушло, он не желает. Он желает, чтобы у него было такое же, как у, например, брата, например. И второе, «Раджуль атаху Аллаху хикма», или «Ильм», сказал он. Или Коран, в разных риваятах разные версии там есть, что человек, который обладает мудростью, или знанием, или Кораном, он передает эту мудрость, или это знание, или этот Коран. То есть он тоже желает, чтобы у него тоже это было, чтобы он тоже мог приносить пользу религии Всевышнего Аллаха. Вот это побуждает этого человека, вот эта белая зависть побуждает этого человека, чтобы быть полезным для общества. Да? Вот два примера пророка, алейхиссалату. И он исключил, что в другом не бывает зависти. Не может быть в другом именно вот этой зависти. И упомянуто вот это слово «зависть». Вот она может побудить человека на какое-то дело, или чтобы он желал и так далее. Может. И поэтому, но он должен как бы, да, уметь управлять или хранить эти границы, да, дозволено, что он не имеет права, даже если ученый, например, он не имеет права завидовать ему, чтобы это знание у него ушло и перешло к нему. Это нельзя делать, это харам. Именно можно вот этой белой завистью завидовать человеку. Поэтому, вот, может быть, они как-то обобщили это дело и вот под эту зависть поставили, потому что, как мы знаем, само это качество, это как Якубу, когда Юсуф сказал: «Отец мой, я увидел во сне, что вот такой сон увидел», и он ему завещание сделал: «Юсуф, не говори это своим братьям, они могут хитрить с тобой». То есть они хитрить с тобой, и он в конце что сказал? «Инна шайтана лил инсани адувун мубин», что поистине шайтан – это явный враг для человека. Почему он сразу перешел к шайтану? Почему? Потому что это дело от шайтана. То есть хасад – это присущий шайтану, и он может овладеть
над твоими братьями и могут тебе что-то сделать, то есть повредить тебе. Поэтому мы должны понимать, что вот это качество, оно присуще шайтану. И от него и произошло. Первый, кто, как шейх сказал, первый, кто это сделал, это Иблис, алейхи лянатуллах. Я бы добавил к словам шейха, рахимахуллах, ва хафизак Аллах, шейх Абу Халид. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Фастабикуль хайрат», и спешите совершать благие дела. То есть соревнование, то есть именно дух, соревновательный дух, он должен быть в человеке. Да. Но, как сказал шейх, не так, чтобы я хотел, чтобы благо тебя покинуло. Нет. Я должен стремиться. Если я вижу тебя в чем-то лучше себя, то есть у меня есть выход из ситуации. Я должен как-то упорядочить свою жизнь, я должен стараться больше, я должен что-то попытаться сделать, чтобы тебя догнать, то есть чтобы быть таким же. Но когда я желаю, чтобы это благо покинуло тебя, то есть люди бывают разными. И некоторые бывают такими, что они хотят, вот лишь бы у него не было, а вот перешло бы ко мне. Но глупее всего, когда человек желает, чтобы у тебя не было, хоть оно и не перейдет к нему. То есть главное, чтобы у тебя не было. Вот это вот самая худшая зависть, валь-иязу билля. Амма соревновательный, то есть что касается соревновательного духа, как сказал Аллах субханаху ва тааля, «Ва фи залика фалятанафасиль мутанафисун». И пусть в этом, чтобы достичь рая, пусть люди и соревнуются, говорит Аллах субханаху ва тааля. Поэтому касательно соревновательного духа, здесь в исламе он поощряется однозначно. Бывали такие моменты, когда я ездил в разные какие-то страны. Там, например, могут поссориться два правителя вот этих государств и могут создать большие проблемы для обычных людей, да, на границе могут быть какие-то сложности. Все из-за того, что эти два человека друг другу в чем-то, какая-то зависть между ними возникла. И самый кульминационный момент, пожалуй, то есть с которым я столкнулся, именно это было где-то в 2018 году, я сейчас не буду называть это государство, куда я посетил, это были последние 10 ночей, 10 дней месяца Рамадан. И мы совершаем молитву, и мы понимаем, что последний ракат, витр, когда мы делаем, там дуа, когда имам делает. Мы, наверное, уже все поняли, что это за государство. И в этом дуа... И кто делал это дуа. Это для меня это реально шоком было. То есть в этом дуа у них были разногласия с другим государством, и у них есть родственные какие-то связи. У них идут разногласия, и в этом дуа этот имам упоминает, то есть проклинает тех правителей именно этого государства. Соответственно, многие люди, которые там, представьте себе, там сотни тысяч, миллионы людей делают дуа. Это последние 10 ночей, получается, месяца Рамадан. И он делает дуа, проклиная этих. То есть это зависть. К чему приводит зависть? И для меня, конечно, это было шоком. И сегодня, какие последствия мы сегодня видим вообще в целом умме? Большей части из Андалусию, если возьмем, да, историю Андалусии, сколько моментов там было, когда двое братьев даже между собой из-за зависти разделялись на два государства, и они сотрудничали с неверными, да, из-за чего страдало само государство. Даже против мусульман сотрудничали с кафирами, чтобы захватить вот этот имарат, да, от которого он отделился, да. Кафира брали в помощники и против мусульман начинали воевать там. Это уже серьезные масштабы, да, которые происходят из-за зависти. И сегодня мы видим, что кульминация, наверное, заключается в том, что сегодня мы видим, что в Палестине, например, даже вот эта ситуация происходит, и большинство даже тех же правителей, у них из-за того, что между ними какие-то там свои терки или там могут быть какие-то еще дополнительные, конечно, причины, но не могут объединяться друг с другом, да. Мы видим даже в одном каком-то районе люди не могут просто друг к другу объединяться, и один из таких ключевых качеств – это зависть. Еще мне бы хотелось, чтобы люди больше понимали последствия, то есть масштабы этих последствий, и чтобы люди не думали, что что он обезопасен, да, от такого качества. Таких ярких примеров, которые, например, пожалуй, один из самых таких примеров с имамом Аль-Бухари, который был связан, и Шафи, и с Тайми. Сулейман, я хотел бы, чтобы ты рассказал. Нет, сначала я, иншаллах, еще
ранние вопросы или же еще раннее время затрону, иншаллах, а потом уже по ситуации посмотрим, джазакумуллаху хайран. Касательно, то есть я хотел бы прокомментировать касательно сегодняшней ситуации там в Палестине или в мире, то, что якобы правители не помогают и так далее, и так далее. Здесь, да, у них может быть зависть в том плане, что кто из них, из этих правителей, якобы исламских, да, то есть которые ложно относят себя к исламу, то есть кто из этих правителей ближе к своим господам, можно так сказать. Касательно помощи, нет, брат, там мы, иншаллах, обсудим это уже на отдельном подкасте, этот вопрос, как мы и намереваемся, то есть там ситуация вообще не в том плане, что у них они не помогают Палестине или же нашим братьям вообще во всем мире из-за того, что они завидуют друг другу здесь где-то, дабы кто поможет, кто не поможет. Нет, у них есть зависть однозначно, но у них есть зависть, кто ближе к тем, кто их поставил туда. То есть вот здесь, да, однозначно может быть. Например, как у ставленников определенных республик, как у них есть то есть зависть, кто ближе к Кремлю, да, однозначно. То есть там стараются, естественно, есть кто опередил, есть кто чуть-чуть запоздал, и есть ли зависть, есть однозначно. Теперь, переходя к этому вопросу, к зависти, джазакумуллаху хайран. Первая зависть, которая... То есть мы же сейчас о последствиях говорим. То есть первая зависть и огромные последствия, то есть которые Аллах Субханаху ва Тааля не прощает, это было неверие Иблиса. И представь, Иблис, валияду биллах, знает Аллаха Субханаху ва Тааля. Иблис знает последствия того, что он творит. Поклоняется ему тысячами лет. Да, и вот он знает последствия того, что он творит, и все-таки вот знание этих последствий, что он вечно будет в аду, все это не останавливает его. И вот из-за зависти, когда Аллах Субханаху ва Тааля сотворил Адама, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ваиз кульна лиль малаикати сджуду ли Адама фасаджаду илля Иблиса аба вастакбара ва кана миналь кафирин». Аллах Субханаху ва Тааля говорит, когда он сотворил Адама: «И вот я сказал ангелам, падите ниц перед Адамом». Они же пали ниц перед ним, кроме Иблиса. Иблис проявил высокомерие, отказался от этого и из-за этого стал неверным. Почему он проявил высокомерие? Ведь Аллах Субханаху ва Тааля спросил его: «Я Иблису, ма манаака ан тасджуда лима халакту биядей». О Иблис, что не дало тебе пасть ниц перед тем, кого я сотворил своими обеими руками? На что он ответил: «Ана хайрун минху». Я лучше него. «Халактани мин нарин, ва халактаху мин тин». Ты меня создал из огня, а его же из глины. Также Иблис сказал, в другом аяте приводится: «Асджуду лиман халакта тина». Я разве буду падать ниц перед тем, кого ты сотворил из глины? Я же ведь лучше. Свой кияс сделал, да? Да, Первый однозначно. кияс, Первый кияс, первая аналогия. То есть, затем, что он еще сказал? «Араэйтака хада аллади каррамта алейя». Посмотри на того, то есть араэйтака здесь идет как посмотри. Да. Посмотри на того, которого ты возвеличил надо мной. То есть ты заставил ангелов пасть перед ним ниц, когда ты его сотворил. Но меня же ведь ты этой чести не удостоил. Вот посмотри на него, говорит Иблис. «Лаин аххартани иля йомил киямати», если ты мне дашь отсрочку до судного дня, то есть как в других аятах он сказал, то есть «ла ахтаниканна зурриятаху илля калиля», я покорю все его потомство, кроме некоторых, кроме малой части. Альхамдулилля, пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает нас из этой малой части. Что это за малая часть? Это малая часть в других аятах, когда он сказал «ла угуяннахум аджмаин», я непосредственно, я непременно введу их всех в заблуждение, «Илля ибадака минхумуль мухлясин», кроме твоих искренних избранных рабов. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает нас такими. То есть, представь, вот это вот последствие этой зависти, когда он говорит: почему ты дал ему то, что не дал мне, хотя я лучше него. А касательно из-за того, что он сотворен из огня и так далее, лучше ли он Адама? Нет. Где ты, которого Аллах Субханаху ва Тааля сотворил словом просто «будь», «кун», правильно? И где Адам, которого Аллах Субханаху ва Тааля сотворил своими руками, то есть и потом даровал ему жизнь? Однозначно Адам лучше тебя, там даже не обсуждается. Затем, зачем вообще, предположительно, скажем, Кабиль убил Хабиля? Зачем, то есть старший сын Адама, алейхиссалату, почему, по какой причине? Представь,
в те времена имам ат-Табари, рахимахуллаху тааля, я очень сильно люблю тафсир ат-Табари, приводит историю, что в те времена там не было никого из людей, и в те времена они, когда приносили милостыню, ложили ее на определенное место, и там, если Аллах субханаху ва тааля принимал эту милостыню, то появлялся огонь и пожирал эту милостыню, то есть забирал эту милостыню. И младший брат, то есть получается предположительно Хабиль, что ты хотел сказать? Вот это принятие вот этого курбана, она сохранилась до конца, до нашей уммы. То есть она у всех, у Бани Исраиля тоже так же было же, помнишь? Как у них, то есть если у них принимался курбан, он забирался. То есть со времен Адама это вот так забирался. То есть трофей не был разрешенным, кроме нашей уммы. Да. Нашей умме Всевышний Аллах сделал это самым лучшим ризком, трофей. То есть мы поедаем его или пожираем его. У людей, которые были до нас, их просто забирали. То есть весь трофей забирался, кроме нашей уммы. Наша умма, и пророк, алейхиссалату сказал, да, сделал мне предпочтение и сделал мой ризк тахта зилли румхи. То есть мой ризк или мой удел под тенью моего копья. То есть я зарабатываю вот этим. То есть это самый лучший, как ученые приводят, это самый лучший удел в нашей умме. То есть именно заработанный таким способом. Альхамдулиллах. Баракаллаху фик. Продолжай. Джазакаллаху хайран. Затем, что касается, то есть когда Хабиль, он, то есть предположительно, опять же, я повторюсь, Хабиль, то есть младший сын, он был скотоводом. И он принес лучшую из своих овец, принес и отдал ее Аллаху субханаху ва тааля. Старший же сын, он был земледельцем, он принес наихудшее, что есть у него из травы или что-то еще, да? Он принес и положил сухую траву. Аллах субханаху ва тааля, естественно, принял у младшего сына, и представь, Аллах говорит: «Из карраба курбанан», и вот они преподнесли Аллаху то, чем они, то есть жертву, то, чем они приближаются к Аллаху, то есть жертву принесли. «Фатукуббиля мин ахадихима», и Аллах принял у одного, «валям ютакаббаль мин аль-ахар», и Аллах не принял у второго. Теперь представь, что получается. У тебя не приняли, что тебе нужно? Тебе нужно подумать, посмотреть, что же я сделал не так, и исправиться, да. Правильно? Нет, он сказал: «Ля актуляннак», я непременно убью тебя. Зависть. Почему у тебя приняли, а у меня нет? Я непременно убью тебя. И второй сын сказал: «Иннама ятакаббалу Аллаху миналь муттакин», поистине Аллах принимает милостыню у богобоязненных, у тех, кто остерегается его наказания. То есть, ля иляха илляллах, человек может исправиться, но вот эта вот зависть заглушила все его чувства, что он пошел на убийство человека. Так же, как говорится, что они сделали, то есть сыновья Якуба, пророки, про которых рассказывал шейх Абу Халид, что они сделали? Они, когда увидели, что Якуб, алейхиссалату вассалам, любит Юсуфа больше, но он был и младше, и после него был уже Биньямин, то есть вот эти вот 10 сыновей, они либо от одной матери, либо от нескольких, но Юсуф и Биньямин были от одной матери. И теперь что они делают? Они говорят: «Ля Юсуфу ва ахуху ахаббу иля абина минна». Поистине Юсуф и его брат, имеют в виду Беньямина, их наш отец любит больше, чем нас. «Ва нахну усба», а мы же ведь группа, то есть мы сильные, мы взрослые. Наш отец может на нас положиться, а они никчемные дети. Почему он любит их больше, чем нас? То есть «Инна абана ля фи далалин мубин», поистине наш отец в заблуждении. То есть из-за зависти, субханаллах, они обвинили пророка Аллаха субханаху ва тааля в заблуждении. Даже до чего это их довело. И затем: хорошо, у вас проблема. Ваш отец любит Юсуфа больше, чем вас. Что вы должны сделать? Посмотреть, почему, что происходит, и попытаться исправиться, как-то быть лучше, правильно? Или же полюбите Юсуфа так же, как любит ваш отец его. И если вы будете любить Юсуфа, Аллахе непременно ваш отец полюбит вас тоже. То есть, потому что вы любите того, кого любит ваш отец. То есть это будет, вот, я не знаю, то есть связывающая какая-то точка, да, между вами. Нет, что они говорят? Они говорят: «Уктулю Юсуфа», убейте Юсуфа, ауитрахуху ардан, или бросьте его куда-нибудь. Представьте, «Уктулю Юсуфа ауитрахуху ардан, ва такуну мин ба'дихи салихин».
Вот они говорят убить, то есть у них решение, сразу они принимают из-за зависти. Первое, они обвиняют своего отца, пророка Аллаха, субханаху ва тааля, в том, что он в заблуждении. Затем они что делают? Дальше убивают, то есть решение это убить или где-то выбросить его, да, чтобы он не вернулся. И что они делают? И уже автоматически у них план. Так, мы согрешим, а потом уже покаемся. Как приводит аль-имам ат-Табари в своем тафсире, что имам ас-Судди, рахимахуллаху та'аля, сказал, то есть «Сумма ватакунуна мин ба'дихи салихин», то есть и после этого вы будете благочестивыми, благонравными людьми. Он говорит, то есть «татубуна мимма санатум», покаетесь в том, что совершили. Представь, они изначально планируют убийство или же выбросить ребенка где-то, где он 100% пропадет, и в итоге после этого они что делают? У них уже план, то есть как человек, например, говорит, ну сегодня выпью, и завтра, иншаллах, тобу сделаю. То же самое, валь-иязу биллях. Поэтому последствия, как мы видим, страшные. Это болезнь, когда она поражает сердца, как сказал Аль-Хасан аль-Басри, рахимахуллаху та'аля, когда его спросили, «Я Аба Саид, аяхсидуль мумин», верующий человек может завидовать? Аль-Хасан аль-Басри, рахматуллахи алейхи, сказал, «Ама алимта абна Яакуб», ты разве не знаешь сыновей Яакуба? Разве ты про них не слышал? «Валякин гуммаху фи нафсик», он сказал, но прикрой это, закрой это, то есть, как сказал шейх, то есть пусть это не превращается в какое-то действие, гуммаху фи кальбик, прикрой это, оставь это в своем сердце и прибегай к Аллаху субханаху ва тааля от этого чувства. Они приводят, ученые приводят именно в тафсире этого аята, что то есть, в истории Юсуфа, что хасад может одурманить, он может затемнить разум, что они, то есть они пошли, то есть как может, если так посмотреть логически, как могут братья своего родного брата выбросить или убить его, то есть и ученые приводят, что он то есть одурманивает человека. Хасад это он одурманивает, и это тоже приводят они в этой истории сыновей Адама. Он, говорят, ходил год целый, он носил его на спине своего брата, год не знал, что делать. То есть он его разом вернулся, он сожалел, он покаялся, и то есть он очнулся после того, как он это сделал, да? И хасад, он может полностью закрыть разум так, что человек может убить своего родного брата, может он его выбросить. И то есть последствия большие, и это указывает, что вот этот хасад, он один из таких больших грехов и больших уловок шайтана. Как ученые приводят, что Куртуби, если я не ошибаюсь, приводит это, что первые 3 греха, именно которые были на земле, или вообще после создания Адама, это кибр, хасад и хирс. Кибр, высокомерие. Да, высокомерие. Это высокомерие и хасад заставило Иблиса отказаться от суджуда, а хирс вывела нашего отца, то есть это алчность, да, или там стремление, излишнее стремление, вывела Адама из рая, то есть единственное дерево, которое было ему запрещено, и он пошел на это дерево. То есть все у него есть в раю. Единственное дерево, которое было запрещено, и вот он именно из-за стремления, да, которое в человеке заложено. И третье – это хасад. Хасад, который привело к первому убийству на земле. Первое убийство на земле, первое проливание крови произошло с сыновьями Адама. И поэтому это последствия очень большие хасада, может привести к чему угодно. Если это произошло тогда, доходило до убийства своих родных братьев, оно может привести к чему угодно. Пока я не забыл, также зависть – это одно из качеств лицемеров. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ин тамсаскум хасанатун тасухум». Если вас касается какое-то благо, то здесь, естественно, имеется в виду победа над неверными, но, как говорят ученые, аль-ибрату би'умуми лафзи ла бихусуси сабаб, значение придается общему смыслу текста, а не определенной причине, то есть это как бы распространяется и на другие аспекты. Но здесь, именно в этом аяте имеется в виду, то есть когда Аллах дарует вам победу над неверными, тасухум, это портит им, то есть они печалятся этому. «Уаин тусибкум сайятун», но когда вас касается что-то плохое, то есть проигрыш, яфраху биха, тому они радуются. То есть, когда верующих людей касается что-то хорошее,
Если человека это огорчает, и если, когда верующего касается что-то благое, то есть плохое, человек этому радуется, то этот человек должен работать над собой, так как в нем есть одно из сильнейших качеств лицемеров. Оль-язу биллах. Ключевой момент я бы хотел затронуть. Вообще, если так, масштаб вот этого бед, да, от зависти, которые есть, это прежде всего ученые, да, мы это наблюдаем среди современных ученых, когда я надеюсь, сейчас люди говорят... шейх Абу Халид расскажет про проблему, про испытания величайшего имама Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, после того, как ты закончишь, да. Сегодня мы видим, что единицы ученых говорят истину, да, и мы понимаем, что эти ученые, у них большое давление со стороны других людей, которые выражают зависть по отношению к ним из-за того, что эти смогли как личности выстоять, и Аллах помог им в том, чтобы говорить истину. Да? Но остальные ученые, люди, которые там распространяют знания, мы видим, очень сильно стараются подавлять их. Я бы хотел вот эту тему, потому что это такой ключевой момент, на самом деле. Представьте себе, получается, что из-за зависти многие людям не доходит истина или доходит заблуждение. Потому что те люди, которые говорят правду, они подавляются. Аллах субханаху ва та'аля говорит: «Вадда касиру мин ахли аль-китаби, лау яруддунакум мин ба'ди иманикум куфаран хасадан мин инди анфусихим мин ба'ди ма табайна лахум аль-хак». Множество из людей Писания, то есть именно их ученые имеются в виду, множество из людей Писания желают вернуть вас обратно в неверие после того, как им, то есть из-за своей зависти, причина хасадан мин инди анфусихим, из-за своей зависти, после того, как им истина стала ясна. И человек, как говорил шейх Абу Халид, человеку присуще это чувство, но человек должен в себе его подавлять. И, естественно, там какое-то правительство, как рассказывал шейх Ибн Усаймин, рахимахуллаху та'аля, ученые делятся на 3 категории. Первое – это правительственные шейхи, да, которые, что бы ни говорило, какие бы задания им правительство не давало, то есть правительство, получается, заказывает музыку, они подбирают ноты, если сказать таким языком. Следующая категория – это народные шейхи, то есть то, что в народе уже обыденно, они не пытаются это исправить, а наоборот пытаются исказить тексты Корана и Сунны и подогнать их под то, что этот народ любит. И есть 3-я категория ученых, и просим Аллаха субханаху ва та'аля, как шейх Ибн Усаймин, рахимахуллаху та'аля, тоже сделал это дуа, просим Аллаха сделать нас из этой категории, это ученые ислама, то есть которые не смотрят на то, что нужно правителям, или же на то, что нужно определенному народу. Они не боятся порицаний, они доносят истину до людей. И представь, тот человек, который в силу любви к этой жизни, или в силу своей трусости, или в силу своей алчности, да, он стоит рядом с этим человеком, про которого он знает, что он в заблуждении. То есть сегодня всему миру понятно, что воевать под знаменем кафира для возвышения слова кафира, то есть для возвышения, для укрепления двуглавого орла, что это не является джихадом. Это уже даже это не секрет. Это знает даже тот, кто туда едет, субханаллах. И представь, человек, который в силу того, что он брал эти деньги, в силу своей алчности, в силу того, что он любит эту жизнь настолько сильно, если этот человек вынужден говорить то, что он вообще не считает правильным, как он будет любить Абу Халида, например? Ля иляха илlallah. Еще момент. Даже представьте себе, они даже... Главное, сами они продались, да? Но они даже мешают другим людям, которые говорят. В этом и есть суть. Да. Это и есть зависть. Почему мы привели аят, который Аллах субхану ва тааля говорит: иудеи пришли в Мекку. Иншаллах, мы вернемся к иудеям потом на следующей передаче, но вкратце, если сказать, они пришли в Медину, они ждали пророка, они говорили, что они делали дуа Аллаху субхану ва тааля: о Аллах, даруй нам последнего пророка, чтобы с этим пророком мы уничтожили этих арабов. В итоге, когда этот пророк, истинный пророк, пришел, про которого Аллах субхану ва тааля сказал:
«Аллазина атайнахумуль китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум». Те, которым я даровал книгу, знают его, подобно тому, как они знают своих сыновей. Как говорил Абдуллах ибн Салам, мы знаем его лучше своих детей, потому что в том, что он истинный пророк Мухаммад, у нас не было сомнений, хотя иногда у нас возникают сомнения относительно своих жен. Он также и сказал это. То есть, и все-таки они не пошли за пророком, алейхиссалату вассалам, и потом что они сделали? Они сказали: «Амину биллади унзиля аля алладина аману ваджхан нахари вакфуру ахираху лааллахум ярджиун». То есть, из-за своей зависти, то есть, веруйте, проявите веру в то, что было ниспослано верующим людям днем, а вечером выйдите из этой веры, чтобы эти люди вернулись, чтобы они отказались от ислама. И теперь они хотят. «Ма яваду аллазина кафару мин ахлил китаби валь мушрикина ай юназзаля алейкум мин хайрим мин раббикум». Ля иляха илляллах. Представь, неверные из людей Писания и многобожников не желают того, чтобы не желая того, чтобы на вас было не спосылалось от вашего Аллаха благо, то есть от вашего Господа благо. Они этого не хотят. И, естественно, человек, когда сам продал и продался, и продал все, что он мог, естественно, ему нежелательно, ему нерадостно видеть другого человека, который рассказывает про эту истину. Естественно, он будет на него наговаривать. То есть, что говорить об этом? Я же поэтому говорил, иншаллах, наш шейх Абу Халид упомянет эту историю про имама Аль-Бухария. То есть, о чем говорить? Ты сейчас говоришь о этих людях, о правительственных, а мы сейчас будем говорить даже о величайших имамах, которых постигла эта болезнь и которые совершили, и последствия были для имама Аль-Бухари очень серьезными и чреватыми. То есть имам Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля, альхамдулиллах, что от этого было благо, что имам Аль-Бухари написал эту книгу «Халку аф'аль аль-ибад», но он был вынужден написать эту книгу. Из-за зависти наговорили на имама Аль-Музани, ну и так далее, и так далее. Джазакаллаху хайран. И это, на самом деле, это прямая причина зависти. То есть, когда человек, он понимает, что он продал религию, он начал наговаривать на религию Всевышнего Аллаха, как он не будет на тебя наговаривать, или на меня, или на кого угодно. И это прямая причина, чтобы завидовать. То есть, он видит, что я не прошел, а я продался, а этот вроде у него ничего взамен никто не дает, ни дуня не дает, ни денег не дает, но все же держится на плаву. И это прямая причина. Вот это то, что шейх приводил, именно это и повело вот этих евреев во времена пророка, алейхиссалям, на эту зависть. То есть они, зная, не уверовали, и потом уже не то, что они не уверовали, они начали завидовать верующим. То есть, зная, что они на истине, эти отказались от истины именно. Вот эта вот категория, о которых мы говорили, когда человек не желает того, чтобы это благо перешло к нему, он желает, чтобы у другого его не было. Вот иудеи именно из этой категории. Они сами не веруют, то есть они целенаправленно совершили неверие и не хотят, чтобы другие уверовали. Да, и мы наблюдаем это в тарихе, очень много историй в нашем тарихе, то есть даже в тарихе ислама, очень много историй, ярких историй, наглядных, которые не то, что там просто завистью завершились, они стали причиной потери больших знаний, великих знаний. Да? Даже приводится, что некоторые ученые хоронили свои книги, чисто не желая, чтобы там ими пользовался кто-то другой, или же там, не знаю, по каким-то причинам просто хоронили книги. Явных таких причин нет, но никто не будет моими книгами пользоваться. И все, это знание похоронено. И вот этот пример, который шейх говорит, это с имамом Мухаммадом Яхья Зухали, когда имам Аль-Бухари приехал в Нисабур, сам Зухали посоветовал своим ученикам: приехал имам, большой имам в наш город, пойдите к нему, слушайте у него. То есть он сам посоветовал своим ученикам. И когда через некоторое время он увидел, что у него круг опустошился, подписчики ушли, как сегодняшним языком, если говорить, никого нет, и он начал завидовать, и потом увидел, что уже вокруг имама Бухари собрались огромное количество студентов. Говорят ученые, что он уже начал наговаривать на него, что он говорит бихалкил Кур'ан, что Бухари му'тазилит, что говорит, что Кур'ан создан. И вот это слово, то есть началось распространяться. Даже говорят, имам Зухали писал в другие вилаяты,
писал письма имамам, другим имамам, там, к этому Абу Зур'а он написал, Абу Хатиму написал. То есть эти два великих ученых, которые в Джарх ва Та'диле, да, которые именно описывают биографию ученых хадисоведов, он им тоже написал, что вот этот человек, он заблудился, он в акиде, короче, у него нельзя хадисы принимать и так далее. И что интересно, как это обернулось. В итоге он выгнал имама Бухари. Имам Бухари уже уехал оттуда, он уже не оставил его, то есть наговаривал, и, то есть предостерегал от него, угрозы посылал. И имам Бухари пришлось оттуда уехать. То есть он оставил это место и уехал. Но самое интересное в этой истории, что имам Муслим же тогда был. Имам Муслим учился у Бухари. Смотри, имам Муслим учился у Бухари и у этого Зухали. То есть он учился, то есть до того, как Бухари приехал, он учился тоже у Зухали. И Зухали приказывал ему оставить Бухари. Это один из таких больших его учеников, которые не оставили Бухари. Да? И вот он брал у него хадисы, и в один день уже тот ему начал давить на него, Зухали начал давить на него, и имам Муслим что сделал? Он отправил все хадисы, которые он от него написал, то есть от передачи Зухали, имама Зухали, он все хадисы погрузил на верблюд и отправил ему: мне твои хадисы не нужны. Он отказался от его хадисов, которые он передал, увидев, что вот куда его повела вот эта зависть, да. И ученые говорят, если имам Муслим не отказался бы от хадисов, которые он взял от имама Зухали, и сборник имама Муслима был бы мощнее, чем у Бухари. То есть сборник Муслим, то есть там было бы больше хадисов, и там было бы больше знания. То есть вот это, посмотрите, результат, к чему это привело. Привело к тому, что он отказался от всех хадисов, которые он взял у этого имама. И поэтому пострадал кто в итоге? Пострадали мы. То есть пострадал ислам, пострадала умма от вот этой зависти, да, которая произошла. Просто два человека или один человек, он даже плохого слова не сказал ему обратно. Имам Бухари, он каждый раз говорил слова Якуба, что я буду терпеть, и поистине Всевышний Аллах с богобоязненными. То есть он вот так отвечал. Что бы ему ни говорили, как бы на него ни доносили, он отвечал добром, благом. То есть имам Бухари не запачкал себя, да? Но мы видим, что к чему может это привести, и результат этого. То есть большой, явный, наглядный, как раз Хасан Абу Ашбаль это говорил, если бы у нас был бы сборник имама Муслима, первоначальный, да, вот с первоначальными хадисами, со всеми хадисами, которые он взял, сборник имама Муслима был бы намного мощнее, чем у Бухари. Но и до конца, этот результат этой зависти, посмотри, он будет до конца судного дня. То есть сборник имама Бухари единогласно сейчас лучше, чем сборник имама Муслима. И он на второе место опустился, да, вот из-за хоть он и сам ничего не сделал, проблема была между Зухали и Бухари. Он был учеником у них, он пострадал тем, что он отказался от этих хадисов. И поэтому нам таких примеров очень много. Их если приводить, когда этот Абу Амр аль-Джурми, когда приехал в Багдад, Аль-Асмаи, там был тоже ученый, и Асмаи увидел, что вокруг него начали собираться люди. То же самое. Вокруг него начали собираться люди, и он что сделал? Он подождал, пока у него много подписчиков наберется, то есть когда много уже, конкретно круг расширился, он что сделал? Он пошел, а у них тогда в то время было что там, кто арабский лучше знает, он же был, то есть показывал свой почет и свое место именно арабским языком. Почему? Потому что арабский язык – это основа, да, и очень славилось, кто стихи больше пишет и так далее. И он во время урока пошел к нему и задал вопрос по наху. То есть задал вопрос именно... Асмаи был именно языковедом. Языковедом, да. И он задал ему вопрос по наху. Он ему предложил два ответа. Оба неправильные. То есть оба неправильные ответа. И тот выбрал один из двух ответов, и он сказал: ты ничего не знаешь. Ответ правильно был такой. И он его и тот понял, Абу Амр аль-Джурми понял, что он от него хотел. Он хотел специально его позорить среди людей. И что он сделал? Он подождал, пока круг этого Асмаи еще расширится, и потом он ему отомстил. То есть, вот посмотрите, как у них, то есть, какой уклад, к чему это приводило. Он пошел через некоторое время, опять ему, то есть, это привело к тому, что он захотел ему отомстить. То есть, он побудил в нем зависть, да, то есть, обратную зависть, можно сказать. И в один из дней он то же самое ему сделал, то есть, шах и мат сделал ему. То есть, таким же языком, таким же вопросом
просто обезвредил его, и это мы видим, что вот, среди этих языковедов вообще много таких примеров. Да. Среди этого Са'лаба, Мубаррида, у них очень много таких примеров, где они перед халифами, перед большими там амирами и так далее, то есть спорили друг друга, хотели унизить друг друга. И таких примеров, даже вот этот Сибавей, эту историю помнишь? Сибавей, он, говорят, умер. Да. Умер, говорят, от этой болезни, которая его постигла, когда его унизили. То есть его явно принизили перед халифом. Аль-Кисаи, тоже они оба языковеды, да, ученые языковеды. Аль-Кисаи был приближенным к халифу. И когда они поспорили с этим, Сибавей и Кисаи поспорили, Сибавей был прав. И они решили тахакум сделать, пойти к арабу, чистому арабу, и посмотреть, кто из нас прав. И они пошли, и араб сказал, что Сибавей прав. Я не могу по-другому сказать это слово. Там они поспорили насчет мужское или женское слово. Это слово нахаль, например. Там какого рода? Да, замбур, это мужского рода или женского рода, поспорили. И это довело их до того, что этот халиф подкупил этого араба, чтобы он сказал, что вот Кисаи прав. Да. И говорят, Сибавей ушел оттуда, с Багдада, с этой мыслью. И эта мысль, говорит, не покинула его. То есть вот эта грусть, которая постигла его из-за того, что унизили явно, да, или там, можно сказать, там, зульм ему сделали. Он психологически был подавлен. Да, психологически подавили его. Он, говорят, от этой же именно подавленности и умер Сибавей. То есть и это Сибавей даже сегодня, то есть это как источник всех источников, языковых источников. Да, основа. Да, основа грамматики Сибавей, да, то есть и он умер от этой именно вот несправедливости, которая была порождена завистью. Да, и поэтому таких примеров очень много в нашей истории, если их приводить, просто это должно нас подталкивать, что даже ученые не обезопасены от этой Но с другой стороны, болезни. Мы из этих историй можем сделать такой вывод. Например, даже возьмем такого ученого, как Ибн Таймия, рахимуллах. Сколько завистников, сколько людей было вокруг него, сколько против этого человека сражать. Точно так же мы можем ряд других ученых, но они, вот самое интересное во всем, парадоксальное, да, человек, который делает зульм за счет зависти, да, он хочет это благо забрать себе или сам стать лучше него. То есть, по факту, если так размышлять, у него такова его цель. Но мы видим, что в истории он себе зульм делает в итоге. То есть, последствия очень большие последствия неприятные бывают у того человека, который проявлял этот зависть и хотел сделать зульм другому человеку. И сколько мы не видим и не слышим вот этих историй, итог такой. И самое интересное, все равно люди не осознают вот этих моментов. До людей не доходит, что он, совершив из-за зависти вот этот зульм, это может, наоборот, другие последствия. То есть для него же это хуже будет. А такие ученые, как, например, то есть великие люди, они же, естественно, что у этих людей будут какие-то завистники, да. Другой момент то, что зависть – это серьезное, получается, испытание, да. Есть такое известное, да, высказывание ученых, что все подвержены как бы зависти, подлый его, как бы, получается, выражает ее, а благородный как бы скрывает, как бы там ни было. Но это арабская пословица, это не столько учеными сказано, да, это приводится, некоторые это приводят как хадис, но это, получается, вымысел. Есть такая арабская пословица, то есть некоторые относят это к Аль-Хасану Аль-Басри, просто некоторые относят это к шейху Ислам ибн Таймия. Но шейху Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, когда приводит это, он говорит «кама киля», то есть как было сказано. Он говорит «хуа марадун галибун», как мы вначале сказали, зависть – это преобладающая болезнь, «валя яхлусу минху илля калилу минан нас», и не спасается от нее никто, кроме малого количества людей. И как было сказано, то есть это арабская пословица, как было сказано, «махаля джасадун мин хасад», никто не избавился от ла илляха илляллах, от зависти, «валякин аль-карима юхфихи валлаима юбдихи», но почетный, честный человек, он скрывает ее, а вот низкий человек, он выявляет ее. То есть это не столько учеными сказано, сколько именно арабское слово, но мы понимаем, что значение правильное.
Так как Аль-Хасан Аль-Басри, рахимахуллаху та'аля, мы же раньше приводили, гуммаху фи нафси говорит, подави его в своем теле, в своем сердце, то есть дальше не распространяй. «Валя ядуррука ма лам ятаадда ядан ва лисанан», сказал Аль-Хасан Аль-Басри, и он не принесет тебе вред, пока не выйдет ни на языке, ни на руке. То есть посланника, то есть пока ты не будешь поносить людей, пока ты не будешь писать на людей какие-то. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, как сказал, «Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин ядихи ва лисанихи». То есть настоящий верующий – это тот, от чьей руки и языка спаслись другие верующие. Поэтому здесь имеется в виду это, иншаллах. Вот в конце эфира я бы, конечно, хотел, чтобы те люди, которые смотрят этот подкаст, для себя, кто хочет как-то укрепиться в этом, для того, чтобы вот эта зависть у них не выявилась, чтобы они могли его контролировать или как-то могли его, наоборот, справиться с ней, да, какие-то полезные рекомендации, да, Абу Халид сказал, подписчиков они теряли, да, я скажу, лайфхак. Мы знаем, что о зависти говорится еще в последних сурах, да, о том, чтобы мы могли... То есть это настолько значимо для мусульманина, что Всевышний Аллах ниспослал и суру для того, чтобы люди могли посредством этого получить какую-то защиту. Я бы хотел, чтобы в конце люди услышали какой-то полезный лайфхак того, как с этим справиться и что делать. Да, в хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, часто приходит вот это завещание, чтобы мы не завидовали. Как пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе сказал: «Ля табагаду, ва ля тахасаду, ва куну ибадаллахи ихвана». То есть «ля табагаду», то есть не делайте так, чтобы ненависть преобладала над вами. И также не завидуйте друг другу. То есть «ва ля тахасаду» – это именно зависть друг к другу. «Ва куну ибадаллахи ихвана». А наоборот, будьте братьями верующими, то есть любите друг друга и уважайте друг друга. И вот эта зависть, она, как ты указал, именно в Коране Всевышний Аллах привел это отдельно. «Мин шарри хасидин иза хасад». То есть Всевышний Аллах приказывает нам, то есть это тоже является сунной пророка, алейхиссалату вассалям, если тебя постигла зависть или постиг сглаз, вот эти суры, они читаются для того, чтобы убрать этот сглаз или отдалить этот сглаз или эту зависть. И Всевышний Аллах спустил в Коране, что мы должны это читать. И эти суры, они читаются и утром, когда просыпаешься, засыпаешь, то есть утренние, вечерние азкары, перед сном, после каждой молитвы. То есть часто эти суры читаются верующим. Почему? Потому что сам смысл этих аятов великий. И Всевышний Аллах говорит, или прибегай, или скажи, чтобы я прибегаю к защите, то есть к защите к тебе от завистника или зависти завистников. И мы должны делать причину, чтобы очистить свои сердца. Мы должны всегда обращаться ко Всевышнему Аллаху, чтобы наши сердца очистились. И как пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе сказал про человека, которым Всевышний Аллах удивился. Про человека, который Всевышний Аллах удивился. И один из подвижников пошел к нему посмотреть, то есть его деяния, что он делал. То есть какие у него деяния, или чем он отличился. И он в конце ему сказал, когда этот сподвижник не увидел от него ничего особенного, ни молитвы не выстаивал, ни особо ничего не делал, и он сказал, что я не ложусь спать, кроме как очистив свое сердце, то есть от людей, или имеется в виду, то есть кроме как простив всех людей, которые мне что-то сделали. То есть имеется в виду, то есть полностью он очищает свое сердце и говорит: я прощаю всех, кто мне что-то сказал, на меня там посягает и так далее, и так далее. То есть он старается очистить свое сердце и очищает свое намерение каждую ночь. И это Всевышний Аллах выделил вот это поклонение, именно очищение сердца, очищение от хасада, именно от зависти, потому что если зависть у человека есть, это его по-любому приведет к беде, большой беде, или же он будет из потерпевших убыток. Поэтому мы должны стараться очистить свои сердца, любить друг друга, как пророк, алейхиссалату вассалям, обращаться друг к другу хорошо, салам давать, приближаться к друг другу. И это все побуждает нас, чтобы мы отдалялись
этой болезни. Баракаллаху фик. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, имам Ан-Насаи, рахимахуллаху та'аля, приводит со слов Абу Хурейры, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ла яджтами'у фи джауфи л-му'мини губарун фи сабилиллахи ва файху джаханнама». Что в одном человеке, в верующем человеке, не будет вместе пыль, которая на нем лежала, пыль, которую он вдыхал на пути Аллаха, то есть на джихаде, на пути Аллаха для возвышения слова Аллаха субхану ва тааля, и зной, то есть адский зной, которым он будет дышать. И если человек искренне был на пути Аллаха субхану ва тааля, то эта пыль, которая вошла в его нос, которая была на его теле, то есть эта пыль будет как защита от того адского зноя, то есть он никогда не будет там. И второе, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в том же хадисе продолжает и говорит: «Валя яджтами'у фи кальби абдин аль-хасаду валь-иман». И в сердце раба никогда не будет вместе сочетаться зависть и вера. Мы ранее говорили, что зависть – это одно из качеств лицемеров. Валь-иязу билля. Пусть Аллах субхану ва тааля убережет нас от этого. Касательно того, как человек может обезопасить себя от зависти. Человек должен изначально понимать, что Аллах субхану ва тааля разделил всем удел и каждому дал, что ему полагается. Аят, который мы ранее приводили, «Вадда касиру мин ахли л-китаби лау яруддунакум мин ба'ди иманикум хасадан мин инди анфусихим». То есть, что большинство тех, кому я даровал Писание, говорит Аллах субхану ва тааля, из-за зависти хотят, чтобы вы отреклись от религии и вернулись в неверие. Комментируя этот аят, шейх ибн Усаймин, рахимахуллаху тааля, величайший имам нашего времени, можно сказать, рахматуллахи алейхи. Кстати, мой шейх Абдурахман аль-Барак мне сказал: «Икра ли шейх Мухаммад», читай книги шейха Мухаммада, хуа ятавасса, говорит, он рассказывает обширно, а он однозначно рассказывает обширно. Я как-то взял его книгу по грамматике, ты ее знаешь. Когда он начал разъяснять, что такое имя существительное, когда он перешел уже на вторую страницу, я ее закрыл и подарил одному брату, который только начал учиться. Я говорю, эта книга не для меня, то есть ля иляха илlallah. Теперь Ибн Усаймин, рахимахуллаху тааля, да помилует его Аллах, комментируя этот аят, маша Аллах, сделал очень хороший вывод. Он говорит: хасад, то есть хасад – это и зависть, это нрав неверных. И в этом аяте есть запрет этого нрава и есть запрет уподоблению неверным, потому что верующий не может уподобляться неверным. Если он уподобляется неверным, это однозначно запретно, так как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман ташаббаха биқаумин фаху минхум». Кто уподобляется каким-то людям, какой-то определенной группе, он из их числа. Поэтому зависть – это низкое чувство, и человек должен понимать, то есть, опять же, мы повторимся и скажем: Аллах, пусть Аллах убережет нас от нее, потому что, как мы и сказали, сыновья пророков, то есть их эта болезнь постигла. Но мы должны знать одно. То, что сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам: «Ма асабака лям якун лиюхтияк, ва ма ахтаака лям якун лиюсибак». То, что тебя постигло, не могло тебя обойти стороной, а то, что тебя обошло, не могло к тебе прийти. То есть Аллах субханаху ва тааля разделил удел всем. Кому-то дал больше, кому-то дал меньше, кого-то испытал тем, что у него есть, кого-то испытал, забрав у него что-то. То есть эта жизнь, этот мир – это непостоянная обитель, это место испытаний. Поэтому, когда человек завидует кому-то и желает, чтобы у того человека не было какого-то блага от Аллаха субханаху ва тааля, это прямое объявление войны Аллаху субханаху ва тааля и недовольство тем, что Аллах субханаху ва тааля разделил удел, который создает он сам и принадлежит ему, кому пожелает. Так, во время этого подкаста к нам пришел очень интересный вопрос, на который мы, я думаю, должны этот вопрос разъяснить и объяснить так, как я еще не знаю, когда в следующий раз будет подобного рода тема, потому что эта тема очень актуальна. Итак, коротко вопрос звучит следующим образом: как быть человеку, который боится, что он может сглазить или завидовать, да? И положение самого завистника, может ли в человеке проявляться вот эта зависть, что он сам этого не осознает?
И что ему сделать, чтобы он не поразил мусульманина этой завистью, как бы не хотя этого? Вот такой вопрос, мне кажется, он очень полезно будет. Алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва нуаля. Амма бад. Касательно того, может ли верующего постигнуть, то есть или его сердце поразить зависть, да, может. То есть это чувство, которое... Мы должны понимать, что... Смотрите, братья, джазакумуллаху хайран, мы должны понимать, что наша жизнь – это поле сражения, где, как имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, передает в хадисе, но и в аятах мы ранее их приводили, поэтому я приведу этот хадис, где Иблис сказал: «Фаби'иззатика ва джалалика», я клянусь твоим величием и твоим могуществом, Аллаху субханаху ва та'аля, как он в аяте сказал: «Фаби'иззатика ла угуяннахум аджмаин», я клянусь твоим могуществом, я их всех введу в заблуждение, «илля ибадака минхумуль мухлясин», кроме твоих искренних рабов, да? То есть в хадисе также пришло, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, передает и с хорошей цепочкой, что он сказал: «Фаби'иззатика ва джалалика», я клянусь твоим величием и твоим могуществом, «ла удилланнахум ма дамат арвахухум фи абданихим», я буду вводить их в заблуждение, пока их души находятся в их телах. То есть пока мы живы. Иблис над нами работает. Иблису там наркоманы не нужны, и уже заблудшие люди не нужны. Он работает над верующими людьми. То есть он, когда сказал «ана хайрун минху», я лучше него, ему нужно это сейчас доказать. И чем он это будет доказывать? Естественно, он будет это доказывать тем, что будет заставлять нас совершить то, чего он сам не делал. То есть это приобщение Аллаху субханаху ва та'аля сотоварища. Да? То есть Иблис даже когда клянется Аллахом субханаху ва та'аля. И тогда наш Аллах ответил: «Фаби'иззати ва джаляли», я клянусь своим могуществом и своим величием, «Ла-ахфиранна лахум ма даму ястахфирунани», я буду прощать их, пока они будут просить у меня прощения. То есть человека может ли поразить эта болезнь, этот недуг? Да, так как мы повторимся и скажем, наша жизнь – это поле сражения. И враг – невидимый враг. То есть то, что мы сейчас видим, там Америка, Россия, Китай и так далее, все эти люди ведомы этим невидимым врагом. Мы должны понимать, что они никто по сравнению с этим врагом, который ходит, то есть может бегать по твоей крови, по твоим венам, артериям и так далее. Поэтому и верующий человек должен понимать, что он всегда, то есть каждая минута, каждая секунда его жизни – это сражение с невидимым врагом, естественно. Естественно, как человек, и как сказали наши праведные предшественники, то есть, как сказал Аль-Хасан Аль-Басри, некоторые приводят это от Саид ибн Аль-Мусайяба, то есть ученика Абдуллаха ибн Аббаса, радийаллаху анхума, что «гуммаху фи кальбик», подави ее в своем сердце, то есть эту зависть подави ее в своем сердце. И вы ранее упоминали, шейх Абу Халид, альхамдулилля, сделал хорошее разъяснение касательно аята «Ва мин шарри хасидин иза хасад», и я прибегаю к Аллаху, то есть Аллах субханаху ва тааля обязал нас прибегать к Нему от зла завистника, когда он завидует, да? И когда человек, может ли верующий человек, то есть есть ситуации, когда сподвижники, то есть их сглаз не из-за зависти даже, то есть, а зависть – это вообще страшная вещь. То есть из-за зависти может быть сглаз. Как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, «Инналь айна хаккун, валяу кана шейун ясбикуль кадара, ла сабакатуль айн». Поистине, сглаз – это истина. Если бы что-то обгоняло бы предопределение Аллаха, то сглаз обогнал бы предопределение Аллаха субханаху ва тааля. То есть сглаз может ввести человека к унынию, к печали, которая в итоге переведет этого человека к какой-то болезни, и в итоге человек может скончаться от этого, да. Может ли верующий человек сглазить кого-то, то есть не желая этого? Может. То есть верующий человек, иншаллах, касательно зависти, когда его зависть постигает, он будет это давить в себе. Он будет делать дуа. Если ты видишь, например, если я вижу какого-то человека, что Аллах субханаху ва тааля одарил его какими-то благами, я говорю: «О Аллах, даруй ему благо в этих благах, о Аллах, даруй ему баракат». И я должен понимать, что если я это искренне говорю, что тысячи и тысячи ангелов говорят «Амин», и тебе того же. То есть в этом случае даже это
То есть у меня корысть в этом случае. Я делаю этому брату дуа, чтобы ангелы делали мне тоже дуа. И я должен в это верить. То есть мы должны понимать, что наши благие поступки записываются у Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть вероубеждение, вера в Аллаха, в единого Аллаха Субханаху ва Тааля и понимание, что в судный день мы будем стоять перед Ним, спасает человека. Теперь, если человек, то есть боится того, что он из-за поразившей его сердце такой доли зависти, да, которую он как бы подавляет, если он боится, что он может какой-то вред нанести другим мусульманам, другим верующим людям, он скажет: Аллах, даруй ему благодать в том, что ты ему даровал. То есть он должен делать дуа за этого человека, и тем самым, как говорится, шайтан Бог как бы, как говорится у чеченцев, то есть сломать спину сатане, да, то есть и делает это. Затем, что касается... Я, по-моему, потерял нить. Следующий вопрос в чем? Что он может сделать для того, чтобы исключить это, то есть как-то бороться или как-то вот мы сейчас разъяснили это, то есть он этим самым будет бороться с этим. Исключить это как бы на корню, мы должны понимать, что на корню, чтобы тебя вообще ты не был этому подвержен, чтобы тебя это вообще не касалось, но мы должны понимать, что враг не дремлет, он работает, субханаллах. Как можно обезопасить себя работой, точно такой же усердной работой против этого врага и прибегать к Аллаху Субханаху ва Тааля. То есть от любого греха, который поражает наше сердце или же наше тело, мы должны прибегать к Аллаху Субханаху ва Тааля. И мы должны понимать, что кроме Аллаха Субханаху ва Тааля у нас нету убежища. Никому и ни к чему. Кроме Аллаха нас никто не может ни спасти, ни вывести к истине. То есть, если Аллах Субхану ва Тааля ведет нас в заблуждение, кто нам поможет, кто нас выведет оттуда? Поэтому упование, полное упование на Аллаха Субхану ва Тааля и, опять же, полная ответственная борьба или же понимание, что ты находишься сейчас в сражении, каждая секунда твоей жизни – это война с Иблисом. Валь-иязу биллах. Это то, что я знаю я, Аллах знает лучше. Если шейх Абу Халид хочет что-то добавить, иншаллах, ждем. Баракаллаху фик. Мы должны понимать, что человек, если увидел что-то в ком-либо, да, например, какое-то благо я увидел, я, во-первых, должен следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалям, где он говорит: если ты что-то увидел от своего брата, скажи Аллахума барик или маша Аллах. То есть Аллахума барик, то есть преувеличь ему: о Аллах, сделай ему баракат в этом деле. То есть ты сразу борешься с этой болезнью. То есть как она тебя постигает, первое, что ты делаешь, это прибегаешь ко Всевышнему Аллаху и следуешь сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Когда это же случилось и со сподвижником, когда он увидел светлого человека, который купается, и он сказал: посмотрите на его кожу. И тот сразу вырубился, паралич, вообще не двигается. И пророк, алейхиссалату, в то время привели этого человека, все, он уже не шевелится. То есть посмотри, какая молния его постигла сразу же. И пророк, алейхиссалату вассалям, именно завещает тем людям, то есть он же не специально это сделал. Да, конечно. Это он непроизвольно сделал, то есть это получилось, значит получилось, то есть есть такое, да, что он непроизвольно сможет или может сглазить. И сглаз это как бы, то есть там есть какая-то взаимосвязь между сглазом и завистью, да, то есть зависть, она мощнее и больше, да, чем обычный сглаз, можно сказать, но из-за зависти может сглазить человека. И поэтому мы должны прибегать к сунне пророка, алейхиссалату вассалям, очищать свои сердца, и где тоже пророк, алейхиссалату, говорит же, то, что вот это айн, это хак, что сглаз – это истина. То есть верьте в это, да? Мы должны в это верить. И этот сглаз может завести верблюда в кастрюлю, так же, как может завести человека в могилу. То есть она может, вот последствия могут быть большие. То, что ты можешь даже убить человека, и можешь убить животное тоже. То есть, и поэтому это есть, это истина, и мы должны в это верить. И чтобы от тебя, как шейх привел хадис, то, что от тебя должны мусульмане обезопаситься от твоей руки, от твоего сглаза, от твоего там. И, то есть из-за тебя человеку ты не имеешь права делать дульм. То есть не имеешь права притеснять его. Это своего рода притеснение, когда даже некоторые говорят, ученые приводят, что некоторые могут специально сглазить. То есть они имеют таким качеством, чтобы посмотреть и сглазить. И такие люди тоже бывают. И поэтому мы должны как бы стараться удерживать свои души,
прибегать ко Всевышнему Аллаху. И альхамдулилля, Всевышний Аллах сделал между нами борьбу до судного дня, да, фаттахидуху адуа, то есть возьмите его себе враги, то есть я его сделал вам врагом и сделайте из него врага, то есть мы должны объявить войну ему так же, как он нам объявил. И наше оружие, альхамдулилля, а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, то есть в любое время ты можешь прибегнуть к защите ко Всевышнему Аллаху от этого невидимого врага. То есть и это ему хватает. Например, если человек на тебя нападает, ты скажешь а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, он не остановится. И ты его должен рукой остановить. А здесь у тебя есть, альхамдулилля, то есть какой бы он тебе вред не хотел сделать, ты скажешь а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. И это даже мысль может, то есть это может отогнать мысль даже, которая тебя постигла, да? Ты сразу прибегаешь ко Всевышнему Аллаху. Как даже в намазе приходит, например, если тебя шайтан отвел от намаза, ты поворачиваешься на левую сторону и говоришь а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Или же делаешь, то есть как бы прибегаешь к сунне пророку, алейхиссалату вассалям. И, альхамдулилля, у нас есть завещание пророка, мы должны просто следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Баракаллаху фик. Как двое, которые были упомянуты в суре Аль-Кахф, пещера, это длинная история, поэтому скажем то, что мы хотим сказать. Человек, когда начал говорить: «О мой сад, я считаю, что это никогда не уйдет, что когда я умру в судный день, даже если он настанет, у меня будет еще больше». То есть, человек сегодняшним языком понтовался, получается. Да, и тогда, когда у него все это, Аллах Субханаху ва Тааля, когда все это искоренил, второй верующий человек, что ему сказал? «Валауля издахальта джаннатака культа ма ша Аллаху ла куввата илля биллах». Если бы, когда ты вошел к себе в сад, увидев вот эту благодать, если бы ты сказал: «Маша Аллах, что пожелал Аллах, ля куввата илля биллах», и нету мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. То есть, если верующий увидит то, что ему нравится, то вдобавок к тому, что мы упоминали, альхамдулилля, он говорит: «Маша Аллах, ля куввата илля биллах». Пусть Аллах очистит наши сердца от зависти, от любой другой скверны. Пусть Аллах защитит нас. И пусть Аллах наделит нас теми качествами, которые приблизят нас к Всевышнему. Пусть Аллах вас возвысит и в знаниях, и в праведных делах. И, альхамдулилlah, благодаря вам. Чтобы мы друг другу тоже не завидовали. Джазакум Аллаху хайран. Я думаю, мы перешли даже тот формат, который мы планировали, чуть больше, но мне было нереально интересно, и думаю, тем, которые посмотрели, от этого возьмут большую пользу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам.